На неделе стало известно, что в Сыктывкаре в этом году снова пройдет выставка достижений народного хозяйства «Достояние Севера». Коми ВДНХ, как ее еще называют, в республике возродили в 2016-м. Исключением стали последние 2 года из-за пандемии. И вот в предстоящем августе гости выставки смогут вновь посмотреть на продукцию наших предприятий, увидеть то, чем гордится регион. Несколько примеров у Ольги Коняевой. Эх, валенки. Уже 76 лет их выпускает наша сапоговаляльная фабрика в селе Выльгород Сыктывдинского района. Сырье получают от постоянных поставщиков Азии. Обувь из натуральной овечьей шерсти высокого качества держит форму, пользуется спросом не только в Коми. Большую часть продукции фабрика поставляет в Сибирские и Дальневосточные федеральные округа. Выльгородские валенки закупают промышленные российские гиганты, а также предприятия оптовой торговли по всей стране. Выльгородская фабрика – одно из старейших предприятий Республики Коми и Сыктывдинского района. Существует она с 1946 года. Валенки начали выпускать сначала в маленьком цехе единичными парами. Затем все это продукция стала востребована, так как зимы холодные. И все это преобразовывалось, улучшалось. Со временем цеха модернизировали, но в процессе создания главной северной обуви, начиная с отбора шерсти и до придания валенков формы, много ручного труда. Ассортимент валенок каждый год расширяется, а с этого года продукция представлена на маркетплейсах Wildberries и Озон. Мы стараемся делать разнообразные цвета валенок. Сейчас мы уже делаем комбинированные белые, серые, белые, чистые, и детские, и мужские, и женские. Мы их красим. Теперь стараемся все для покупателей. Особенность такого производства – сезонный спрос. Долгие годы лето для предприятия было временем простое и безденежье. 6 лет назад ситуация изменилась. Валенки почему-то летом никто покупать не хочет. Ну и пришла идея выпустить какой-то, освоить производство какого-нибудь товара, который будет пользоваться именно летом. Ну и пришла идея выпускать профнастил. Закупили оборудование, один станок в Китае, второй станок в России. И выпускаем сейчас 3 профиля профнастила. Фабрика выпускает как готовую продукцию, так и полуфабрикаты из войлока, утеплители для техники, шумо- и звукоизоляционные материалы, строительный и мебельный войлок, изделия для обувной промышленности. Одна из последних новинок – автоодеяло. Хорошо пошло на реализацию в Красноярском крае, Иркутской области, северо-западе. За прошлый год продали порядка 10 тысяч штук. Это оборудование нам позволило с прошлого года выпускать льняной джут, который пользуется в строительстве на прокладку между бревнами для строительства. Это закупили мы лен и также пользуется прекрасным спросом. Наши валенки – это лучший, нужный сувенир из Коми с символикой столетия региона или чемпионата России по лыжным гонкам. В качестве приза такие увезли спортсмены, победители и президент Федерации Елена Вяльви. Далеко за пределами Коми знают и другое наше предприятие – Леспромсервис. Создатель компании Николай Кимовский начинал бизнес в 93-м с небольшого цеха, в котором сам ремонтировал гидроприводы. Сегодня Леспромсервис – это группа компаний. Основное направление – обслуживание гидросистем техники, лесозаготовительных, дорожно-строительных и коммунальных предприятий. Любой гидравлический механизм, в том числе импортного производства, здесь диагностируют, ремонтируют и тестируют в условиях цеха. Для этого на предприятии спроектировано, создано и запатентовано свое уникальное оборудование. Гидравлический стенд изготовлен в наших условиях, изобретен нашими конструкторами. Этот стенд служит для испытания гидромоторов, гидронасосов как нашего производства, так и импортного производства. Сейчас на стенде установлен гидравлический насос Харвестера Понца. Мы на нем проверяем уже давление, настраиваем его, чтобы клиент уже приехал, поставил на технику, ну и продолжал работать.
Леспромсервис – официальный дилер и сервисная служба финской фирмы «Понце» на территории Коми и Кировской области. В зоне обслуживания 400 машин. Выездной и стационарный сервис, профессиональные механики. Есть и уникальные проекты, работа по контракту Full Service, когда все заботы о технике целого предприятия полностью на плечах Леспромсервиса. Второй крупный зарубежный партнер – шведский концерн «Вольво». Обе компании ушли с российского рынка. Сейчас Леспромсервис в поисках замещения комплектующих. Работают с Китаем и производят сами. Сейчас налаживаем производство гриферных захватов. То есть у нас уже есть один захват, который мы сами сделали, его проверили. И сейчас делаем партию этих захватов. Сейчас и зарубежные производители ушли с рынка. То есть востребованность, вот решили этим заняться. Свое производство – это важное преимущество предприятия. Свой конструкторский отдел, больше 2 десятков станков, большой спектр работ. Сейчас внедряют автоматизированные процессы. Станок плазменной резки уже упростил жизнь, на очереди токарный. В цехах металл обретают форму запчастей импортных аналогов и по кооперации в России. Есть и собственные наработки. За 30 лет работы в компании все отточено до мелочей, как и на производстве. Детали – дело тонкое. Мы производим гидравлику. Что входит в гидравлику? С одной стороны элементарно, с другой стороны очень сложно. Гидравлика – это целый процесс, который состоит из 4-5 компонентов. Сама гильза, сам шток, поршень, который гоняет масло вверх-вниз, чтобы любая деталь, кран, лесоперерабатывающее оборудование, такие как харвартер, харвестер, катапиллеры, но все это двигалось, пилилось, заготавливался лес. Главная философия предприятия – люди определяют все. В Леспромсервисе работает 360 человек. За 30 лет здесь выстроена своя система обучения и мотивации сотрудников. Наши планы – это дальнейшее техническое развитие производства. И я очень надеюсь, что те сложности, которые сегодня переживает экономика страны, они пройдут. И тот, кто вкладывает деньги в свое развитие, поддержку людей, в обучение людей, завтра будет иметь какие-то преференции с точки зрения возможностей работать на рынке, зарабатывать деньги, обеспечивать рабочими местами свой коллектив. Леспромсервис работает с большинством лесных и дорожно-строительных предприятий Коми, а также с соседними регионами. В планах расширяться. Компания закупила уникальное оборудование, а это новые возможности для производства нужной сегодня стране собственной продукции.